Да, все, мы на связи. Ассаламу алейкум. Валейкум Приветствуем ассалам. всех, да, приветствуем всех наших слушателей. Интернет на связи. Как нас слышно? Первый вопрос. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас слышно хорошо, откомментируйте. Так, а я тоже Сегодня, могу видеть чат, да? сегодня у нас в гостях Джабраил Матиев. Джабраил, вы специалист высокого класса в направлении информационной безопасности, в направлении развития международного бизнеса. Сегодня, может быть, час-полтора мы пообщаемся с Джабраилом. Джабраил, как Всем. дела? Ничего, алхамдулилlah, все хорошо. Всем ассаламу алейкум. Очень рад со всеми буду рассказать про свой путь в первую очередь. Вот. Хотел сказать спасибо за приглашение. Первый раз я в таком формате буду выступать. Вот, поэтому интересный опыт для меня в том числе. Можешь в двух словах сейчас сказать, чем ты, где работаешь, чем вот в данный момент конкретно занимаешься, какими проектами? Да, я сейчас в 6-й год работаю в лаборатории Касперского, занимаюсь, ну, моя позиция называется Go-to-Market Lead. Не для всех, наверное, такая, ну, понятное название, но тем не менее это в большей степени относится к тому, каким образом доносить продукты до конечного потребителя, до рынка. Вот. Go-to-Market в себя включает очень большой перечень моментов, да, то это и исследование рынка, и понимание объема этого рынка, и того, как выводить на разные рынки свой продукт. Ну, в том числе, в данном случае, если говорить про меня, то я отвечаю за международное развитие. То есть Россия для меня это просто один из регионов, куда Мгм. я как бы помогаю продвигать наши решения. Вот. Отвечаю я за флагманский продукт компании Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Security. Ну, фактически, ну, в общем понимании для людей это там антивирус, но сейчас это уже далеко не антивирус, это такой, ну, называется Endpoint Protection Platform, то есть такие платформы безопасности конечных станций, и они в себя включают большой набор функционала, в том числе это все расширилось на детектирование, на реагирование на сложные угрозы. Вот, в принципе, это такое базовое решение для обеспечения кибербезопасности предприятия. То есть, в принципе, представить себе компанию, которая не использует решение класса Endpoint Protection, очень сложно. По сути, вот 100% заказчиков, ну, 100% клиентов потенциальных, они что-то используют. То есть, либо платные решения какие-то коммерческие, там, либо, возможно, там, встроенные продукты по безопасности рабочих станций. Это базовая вещь. Понятно, все даже домашние пользователи антивирус устанавливают. Да? Понятно, что корпоративные клиенты, ну, подавно как бы угроза у них выше. Вот, собственно, я занимаюсь продвижением таких решений на рынок, вывожу новые версии продуктов, потому что они постоянно обновляются, мы учитываем потребности рынка, потребности наших клиентов, версии новые выходят, нужно тоже выводить, меняется конъюнктура рынка, в частности, вот в Европе, в Америке новые тренды появляются, они потом тоже транслируются на наш рынок, их нужно учитывать, нужно менять месседжинг продукта. Ну, месседжинг это что такое? Это то, как мы доносим, да, как мы рассказываем о продукте. Если, например, там лет 10 назад все говорили какими-то такими бизнесовыми верхнеуровневыми терминами, то сегодня клиенты уже становятся лучше, ну, лучше понимают принципы безопасности, и они хотят уже больше конкретики. В частности, если раньше достаточно было сказать machine learning, да, там, машинное обучение, что мы используем в продукте, сегодня надо уже детализировать, что за машинное обучение, для каких целей, какого вида это машинное обучение и так далее, и так далее. Потому что машинное обучение, ну, множество видов на разных уровнях. Что-то у нас в лаборатории отрабатывает, что-то на конечной станции, что-то в статике, что-то в динамике, ну и так далее. То есть это достаточно такая, ну, уже комплексная уже история. И заказчики, ну, вопреки, да, мнению многих маркетологов, в том числе, заказчики готовы и хотят в этом разбираться. Вот, и уже все меньше и меньше работает такой вот чистый маркетинг, где не поддержаны технологиями. Вот, собственно, мои задачи, в принципе, вот все 6 лет более-менее как бы похожими вещами я занимался, в том смысле, я пришел на позицию Product Marketing Manager, это больше человек, который
там материалы разрабатывают, месседжинг, позиционирование и так далее. Вот, потом больше по бизнесу стал заниматься, и вот последняя позиция моя – это go-to-market lead по вот этому флагманскому продукту и по международному развитию. Ну, смотри, для понимания, мы пару слов ты сказал про заказчиков, что клиенты стали немножко там, не то, что у меня неправильно, они стали больше разбираться в том, что происходит, но в принципе это наблюдается во всех сферах, если взять и просто отдельно маркетинг, какие-то другие услуги. Клиенты умнее, чем 5 лет назад или 10 назад. Однозначно. Да, это первый тезис. Да. Второй тезис. Ты как руководитель отвечаешь за продвижение продуктов на бизнес-сегмент. Это средний, малый бизнес. У меня было раньше деление, то есть я отвечал за крупный бизнес, потом стал там за средний, малый. Сейчас фактически у меня весь диапазон, то есть начиная от малого, среднего, заканчиваю крупным бизнесом, потому что в принципе вот то решение, за которое я отвечаю, оно, скажем так, оно покрывает потребности очень широкого диапазона заказчиков по размеру, имеется в виду. Окей. Ты руководитель этого направления, у тебя в команде есть, получается, продукты, маркетологи, там, разработчики, или ты выполняешь какую-то работу, или руководишь только? Да, хороший вопрос на самом деле. Вот в текущей модели у нас в принципе, можно сказать, три человека, вот, которые как бы ключевые по направлению, за которые я отвечаю. 3 человека в разных командах, имеется в виду. Если я как go-to-market управляю, да, продуктом и отвечаю за его вывод на рынок, то у нас есть человек, который отвечает за его разработку, это продукт-менеджер. Классически, он как бы раньше он в R&D вообще находился, в Research and Development, да, в подразделении, которое разработкой занимается. Сейчас мы, после реорганизации компании, эта позиция, она перешла в сейловое подразделение, в бизнес. И я очень рад этому, потому что если раньше, как бы условно, продукт-менеджеры, вот эти, они были ближе к R&D, ближе к разработке, и они были фактически их адвокатами у нас, то сейчас будет наоборот, то есть они будут нашими адвокатами в разработке. Потому что, здесь вот ключевая проблема, то, что требования, которые возникают с рынка, они могут неправильно, как бы, или, например, они могут там в некоторых случаях игнорироваться технарями, потому что технические люди, кто разрабатывает продукт, они зачастую мыслят категориями, вот, больше как бы конкретики, да, то есть они считают, что эта фича, она бессмысленна, например, какая-нибудь визуализация атаки. Но на рынке она очень сильно ценится, потому что это позволяет легко продавать продукт, например. Показал красивую картинку, как там killchain развивается, и все, и заказчик смотрит, думает, да, я это хочу, при том, что, может быть, это абсолютно бесполезно в реальной жизни, например. Как бы здесь мы уже не спорим, может, и не бесполезно, но да. К вопросу, если вернуться, в итоге у тебя, получается, команда из кого состоит? Из каких? Да, получается, что у нас условно 3 человека, кто главный, да, по направлению, и дальше уже фактически работает вот матричная система управления. То есть, грубо говоря, у меня прямых подчиненных нету, но в рамках проектов, за которые я отвечаю, в частности, крупные проекты запуска там по всему миру, да, там, новых версий продуктов или новых продуктов, потому что в рамках моего направления выходят и новые решения. Например, недавно, в прошлом году, мы запустили Managed Detection and Response, так называемое MDR решение, которое, по сути, это управление, да, безопасностью, которое, и поиском, детектированием и реагированием на угрозы со стороны вендора, то есть со стороны Касперского. Мы помогаем заказчикам. Вот, в частности, вот такой проект по запуску этого продукта нового, и как бы я его лидировал, и в команде, такой виртуальной команде, да, вот этого проекта участвовало, как бы десятки человек, то есть там, не 100, но вот как бы близко к этой цифре человек. Вот. И фактически моя задача это быть таким, на английском слово инфлюенсер, на русском, наверное, влиять, да, на этих людей фактически, для того, чтобы мы достигли конечную цель. Конечная цель это, чтобы условно на всех территориях, во всех странах появился наш продукт и в прайс-листах, и чтобы сейлы узнали о существовании этого продукта, понимали, как его продавать,
технари, чтобы обладали всей технической информацией. То есть фактически, чтобы по всем каналам, по всем направлениям, по всему циклу, да, сделки, все обладали нужной информацией. Вот я влияю вот на всех этих людей, но при этом как бы прямого подчинения нету, то есть твоя задача находить причины, почему они будут делать те задачи, которые у тебя стоят в проекте. Вот. Ну, ты эти причины находишь, потому что ты показываешь потенциальный бизнес, да, который могут они сделать с твоим решением. Ты показываешь им, насколько усилится там их позиция, роль и так далее, и так далее. И вот далее, соответственно, ты вовлекаешь, да, вот много-много ресурсов в компании вот в своих задачах. Хорошо, Джабраил, смотри, вопрос такой, наверное, для тех, кто до конца не понимает, что такое информационная безопасность. Ну, мы обсудили, где ты работаешь и текущие задачи. Сейчас мы немножко в другую сторону пойдем, потому что не все понимают до конца, что такое информационная безопасность. Вот представь себе школьника, там, ну, не знаю, 9, 10, 11 класс, и кто пытается определить, куда двигаться дальше. Объясни ему, что такое информационная безопасность, чтобы вот, что это такое. Да, я на самом деле все время для того, чтобы объяснить безопасность, что такое безопасность, я использую для себя, для меня это очень простая модель, которая объясняет вообще зависимость одного от другого. Вот если посмотреть именно на коммерческий, ну, на рынок, да, фактически именно на коммерческую среду, то есть бизнес, и когда-то бизнес жил каким-то образом без IT. Ну, то есть они существовали, все, бизнес-процессы были, на бумажках все перекладывали. Потом начали возникать IT-технологии. И IT-технологии фактически, как бы, они не заменили бизнес, они стали неким саппортером бизнеса. То есть, грубо говоря, ускорили операции, позволили автоматизировать многие вещи и так далее, и так далее. То есть IT фактически саппортит бизнес. То есть без бизнеса IT как бы, ну, именно в коммерческой среде смысл бы не имело. То есть возникает IT. Но проблема в том, что любая IT-технология имеет уязвимости. Это аксиома, которая вообще с которой невозможно поспорить. То есть любая технология уязвима. Это аксиома. То есть нету стопроцентной, как бы, ну, стопроцентной безопасной среды. Вот. О чем это говорит? О том, что если IT поддерживает бизнес, и если IT-технологии уязвимы, то это означает, что бизнес фактически под угрозой находится. Потому что атака, допустим, на какой-нибудь, представим себе там сайт Амазона, да, допустим, мы взломали Amazon, и все платежи идут теперь как бы к нам, да, а не к ним, например. Вот, это все, как бы здесь бизнес встает, это огромные не только финансовые риски, но и репутационные угрозы. Таким образом, вот мы приходим к безопасности. То есть безопасность – это просто свойство IT-технологий. Я имею в виду информационная безопасность – это свойство IT-технологий. Так, что-то пропадает картинка, это у меня или… Мы тебя видим хорошо. Отлично. Вот, соответственно, да, безопасность – это свойство IT-технологий. Это, ну, если вот прям говорить такими формальными определениями, то это способность системы противостоять внешним угрозам. Вот, это такое, ну, очень простое, формализованное описание, то, как нам в институте, да, объясняли, что информационная безопасность – это состояние защищенности системы. Может, да, как бы кажется масло масляным, но по сути, понятно, да, в целом понятно. То есть существует какая-то организация, причем это может быть бизнес, это может быть какое-то государственное учреждение, некоммерческая организация, просто какое-то физическое лицо, человек, которому необходимы эти услуги безопасности в сети, как только он вышел в сеть интернет. Смотри, ну вот вернись вот в прошлое или когда ты учился, когда выбрал это направление. Что тебе не нравится, что драйвишь, что прикольно в этой сфере? То есть, условно говоря, если брать поисковую оптимизацию, откуда я начинал, то есть мне нравилось, что ты сделал сайтом, он поднялся уже там, через 2 недели, ты такой, вау, классно и круто, да, это вдохновляло, это зажигало. Что вот тебе понравилось в информационной безопасности? Ну, в первую очередь, была какая-то, вот в то время, когда я только закончил, была какая-то эксклюзивность этого направления. В том смысле, что было всего 2 университета, которые обучали информационной безопасности. Это была Бауманка и МИФИ. Я учился в МИФИ. Сейчас больше факультетов, больше институтов. Вот. Но тем не менее, в принципе, безопасность по-прежнему имеет такой статус
обособленного направления IT-сферы, потому что оно достаточно разнообразное, оно сложное. То есть там очень много подразделов внутри безопасности. Вот. Но при этом вот я думаю, всем нравилась вот эта история с хакерами, там, взломами и так далее. Да, но все понимают, что это уголовно наказуемо, да, фактически деяние. Вот. При этом, если ты занимаешься безопасностью, ты можешь, в принципе, законно заниматься взломом систем. Но в том смысле, что, допустим, есть специальные так, Red Team команды, например, задачи которых входит поиск уязвимостей внутри как бы, предприятия. Да? Они фактически должны представить себя хакерами и пытаться взломать свою же корпоративную сеть для того, чтобы обнаружить эти уязвимости и закрыть их, да, чтобы хакеры не могли настоящие эти атаки использовать. Вот. Это как бы многих заряжает. Например, ну, мне было именно интересно иметь к этому отношение. То есть в итоге, конечно же, я быстро ушел в управление, то есть я начинал с внедрения систем по безопасности, потом быстро ушел в управление проектами и потом в развитие бизнеса. Вот. Но многие остаются и продолжают углубляться вот в сами системы защиты, способы атак и так далее, но меня это все равно привлекает в том смысле, что я продолжаю изучать, там, узнавать новые темы именно в сфере технологий. Хотя вот непосредственно именно моя работа связана с развитием бизнеса. Вот. Но я считаю, что как бы человек, который разбирается в технологиях, намного лучше сможет развивать в том числе бизнес и в том числе, допустим, заниматься продажами этих технологий, потому что ему будет проще говорить на техническом языке с заказчиком, например, тем же самым. То есть, на мой взгляд, идеальный сейл, да, это человек с коммуникативными навыками и с знаниями техники. Таких очень мало на самом деле. Кстати, насчет, ну, получается так, что человека может завлечь поиск уязвимости, да? То есть это условно что-то там типа следователя, да, возьмем в офлайне, который пытается что-то расследовать, что-то такое. Кстати, ты читал журнал «Хакер», вот когда он издавался, или ты особо им не увлекался? Ну, я на самом деле читал там некоторые статьи, которые меня интересовали, но не могу сказать, что я прям читал его там вдоль и поперек, да, но часто до него доходил, потому что, ну, искал какие-то интересные вещи, и они находились именно на этом портале для себя. Ну, на камеру, я надеюсь, ты не будешь нам рассказывать, какие интересные эксперименты ты ставил. Не, кстати, могу кое-что рассказать. Например, одна из моих учебно-исследовательских работ в институте, по-моему, на 3-м или 4-м курсе, была связана со взломом реального веб-сайта. Ну, правда, не в нашей стране он находился, он за границей был. Вот. Но я просто в рамках своей учебно-исследовательской работы продемонстрировал возможность использования определенного рода атак. В частности, это был SQL-инъекции. Вот. Идея этих SQL-инъекций, ну, я думаю, многие как бы, слушатели, они у нас подкованы в IT-сфере. Вот. Это просто возможность... Ну да, я объясню. То есть это возможность через веб-сайт, используя определенные, условно, там, если плохо сделаны проверки входных данных, то можно, например, сделать закрывающую кавычку и потом использовать какую-то команду для, ну, именно связанную с SQL кодом. То есть, грубо говоря, сделать запрос в базу данных. Get запрос через параметр URL, получается. Да. Данные. Да, я показал просто, что сайт был уязвим, и вытащил оттуда данные там, логинов, можно было пароли достать, но я не стал так глубоко лезть, я просто показал как бы, возможность такой уязвимости учебно-исследовательской работы. Она, кстати, хорошо прошла, в том плане, что преподам очень понравился мой подход, как бы такого сразу применения в реальной жизни, ну, тех знаний, которые мы получили. В каком вузе ты учился? Я учился в МИФИ, Московский инженерно-физический институт, сейчас он называется научно-исследовательский ядерный университет, и там факультет информационной безопасности. Он достаточно молодой был, когда я поступал, ему было, по-моему, 5 лет, если не ошибаюсь, то есть только первый выпуск был тогда. Вот, да, собственно, его я заканчивал, и там же получил второе высшее по экономике управления на предприятии. Так, об этом пару слов позже. Если говорить про информационную безопасность, с какими предметами на сегодня нужно дружить? В
чтобы поступить и хорошо учиться? То есть что там по математике? Ну, на самом деле математические навыки, они очень важны. То есть здесь вообще нет вопросов, потому что очень много предметов, связанных с криптографией. То есть криптография – это неотъемлемая часть вообще информационной безопасности. Соответственно, чтобы разбираться в криптографии, там автоматом возникают такие вещи, как теория вероятности, Мгм. мат-анализ и так далее, и так далее. То есть там масса математики. Из-за того, что я учился в МИФИ, то, соответственно, там и физики было достаточно много в начале, Мгм. да и не только в начале, на самом деле. Вот. А потом, конечно, возникали предметы, которые, ну, скажем так, в обычной жизни, ну, в школе мы с ними не сталкивались. То есть, не Мгм. знаю, какие-нибудь маскировки, техническая защита конфиденциальной информации. То есть там такие юридические были предметы, потому что любой безопасник фактически должен очень хорошо понимать, в каком ну, юридическом поле он находится, да. Очень много в безопасности связано с запретами, с какими-то потенциальными рисками, угрозами, да, там и так далее. И тут надо быть еще, ну, отчасти немножко юристом, если ты такой хороший безопасник, разбираться, ну, в юридических аспектах. То Поэтому, есть еще вас обучали юридическому направлению, у вас были занятия? да, ну, не могу сказать, что прям глубоко, Мгм. но там несколько предметов были посвящены именно таким аспектам, ну, можно сказать, бюрократическим и юридическим, да, по Смотри, безопасности. когда то есть ты же поступал, когда не было системы, ну, ЕГЭ, да? Получается, это же Не было был, все, не было. А, нет. Тебе пришлось прям натаскивать физику, математику, чтобы поступить? Ну, мне повезло, потому что у меня, в принципе, математика была всегда хорошей, и мне еще повезло очень с преподавателем в Москве. У меня был Мгм. абсолютно потрясающий препод. Он бесплатно там организовывал вечерние дополнительные занятия, и на этих занятиях он давал более сложную математику, которая в школе не дается, которая дается Мгм. уже в институте. Поэтому, когда я попал в институт, в принципе, ну, мне все очень легко давалось из-за того, что преподаватель уже все это, ну, проходил с нами. По Смотри, физике, да-да. Извини. да, по физике, ну, у меня в Ингушетии даже в лицее вот был преподаватель, директор школы, лицея Чапанов, вот такой довольно строгий преподаватель. Ну, то есть еще с Ингушетии потребность в изучении физики была. Вот, в той школе, ну, вот московской, в принципе, тоже достаточно хорошая была физика, поэтому проблем особо не возникало с этими предметами. Но да, конечно, они нужны. Вот. И я думаю, сейчас еще потребность очень большая в языке. Если Мгм. тогда, в принципе, весь материал как бы можно было, ну, он такой был, не так быстро все менялось, да. Сейчас все быстро очень меняется, новая информация появляется, и самая актуальная информация, как правило, на английском языке, поэтому желательно еще, чтобы, ну, язык подтягивать. То есть получается математика, физика и английский язык. Ну, я бы Но посоветовал, да. да, математика в пропорции превалирует. То есть это основной предмет, который нужно любить, понимать и хотеть заниматься ею, правильно? Да, да. Дальше все зависит уже от направления, потому что, как я говорил, в безопасности очень много направлений. То есть я занимаюсь там развитием бизнеса, есть руководители проектов, там есть продажные подразделения, маркетинг и так далее. Если говорить про технарей, есть технические специалисты, которые занимаются внутренними вопросами безопасности, да, настраивают средства защиты. Есть специалисты, которые занимаются, допустим, у производителей, ну там у вендора, допустим, у нас, занимаются пресейловой работой, то есть предпродажной подготовкой. Они разбираются в своем продукте, они умеют его настраивать, они приходят к заказчику, все это разворачивают, проводят так называемые пилоты, да, пилотные проекты, вот, доказывают эффективность работы продукта. И эти ребята, они как бы достаточно, ну, они очень квалифицированы технически, я имею в виду, вот, при этом хорошо достаточно зарабатывают, имеют отношение к продажам. Вот, это очень интересная работа, я этим тоже занимался в свое время. Вот. Я просто к тому, что дальше зависит уже от тех интересов, тех навыков, которые у человека есть, и желательно вот, ознакомиться с Мгм. рынком чуть Мгм. пораньше. То есть, когда вот человек поступает и уже начинает учиться, желательно уже примерно понимать, в какую сферу он хочет попасть, потому что от этого будет зависеть то, на какие предметы нужно делать упор,
и, может быть, пораньше даже трудоустроиться, да, то есть там, на курсе 4-м, 3-м устроиться по этой позиции. Давай тогда поговорим на эту тему, то есть, чтобы не получить того, что ты закончил вуз, в итоге у тебя нет никакого опыта, и ты по факту, ну, типа, может быть и нужен кому-то, но очень на начальной стадии, да, и очень тяжело найти работу без опыта. Да. Когда ты учился, в каких движухах ты участвовал? Что ты делал? Ты пытался как-то заработать или какие-то проекты? Можешь что-то рассказать? На самом деле, я вот, к сожалению, если бы я сейчас учился бы, я бы, наверное, участвовал во всех кружках, там, во всех движухах, которые в институте проходили, но я, к сожалению, имел очень такое, ну, то есть у меня не было большого интереса, да, участвовать в каких-то внутренних Мгм. вещах, то есть это все мимо меня прошло. Вот, но как бы у меня был момент в жизни, когда мы в одно лето поехали по обмену в Америку в институте. Когда Мгм. учились, вот, ну, во-первых, нас сильно отговаривали, потому что сказали, что, будучи на факультете информационной безопасности и поехав в Америку, у вас Мгм. потом будет закрыт путь вообще в любую там госконтору, потому что, ну, ну, как бы это говорили люди с таким больше совковым мышлением. Они говорили, что поскольку вы съездите в Америку, вас там завербуют или будут думать, что вас завербовали, и вы Да. вернетесь, и вас никуда не возьмут. Вот. Ну, я, честно говоря, не парился на этот счет, потому что я планировал больше в коммерцию идти. Вот я Мгм. как бы, ну, точно знал, что меня, меня никто не завербует, да, то есть я как бы не было здесь у меня таких страхов. Вот, я съездил в Америку, и у меня очень сильно как бы раскрылось, можно сказать, сознание в том плане, что я увидел как бы больше примеров какой-то, ну, интересной жизни, да, и Мгм. в том числе как бы получил какой-то дополнительный жизненный опыт, и когда уже вернулся оттуда, то набрался очень большой уверенности именно в части того, что я четко знал, чего я хочу, то есть я точно знал, что я хочу устроиться, пока я учусь в институте, причем я учился на 2 образованиях, и у меня, в принципе, времени-то особо и не было работать, но я все равно поставил себе цель, что я должен куда-то устроиться. Я себе создал резюме на HeadHunter, я разослал отклики в разные компании, то есть я четко понимал, чего я хочу. Вот, прошел там, ну, как говоришь, множество собеседований, прошел буквально вот за несколько месяцев после того, как я вернулся с Америки, у меня уже было там 3-4 конкретных оффера в разные компании. Это Вот, какой и курс, когда ты вернулся? Ты на каком курсе был? на самом деле это был уже последний курс, 5-й курс. То есть я, да, но мы учились 5,5 лет, но это был 5-й курс. Мгм. Вот, но 5-й был на первом высшем и на втором, по-моему, как раз второй год, ну, второй Мгм. курс. Вот, и в итоге я принял предложение от компании, которая давала мне гибкость. То есть там были крутые офферы, там $2000 мне готовили сразу платить студенту. За Это что? удивительно, За конечно. что? За что Да, это вот, большое? кстати, что интересно, вот, За что вот студенту платить $2000? Это по курсу там, ну, это хорошие деньги были. Тогда и да, сейчас. да, что интересно, вот это реально очень интересно. Ни один оффер не был связан с моим образованием, это раз. То есть все офферы были связаны с моими сопутствующими знаниями, то есть не основными, как бы не то, что я получил образование. Это раз. Второе. Самый крутой оффер был связан с, с тем, то есть, грубо говоря, когда я учился там на 4-м курсе, а, как бы возникла такой разговор о том, что сейчас запускают курс по SQL, ну, то есть там Microsoft SQL, и по PL SQL, это программирование для SQL. Там 2 курса прям вместе. Они стоили там что-то 20 тысяч рублей, по-моему. Вот. Ну, и нам сказали, что база данных это вообще, ну, за этим будущее. Вот, Мгм. обязательно пойдите на этот курс. Ну и мы решили, ну если будущее, так будущее, мы пойдем. И это был условно сопутствующий курс, то есть не основной, естественно, тому, Мгм. что я учил. Вот. И вот в одной из компаний требовался, как ни странно, требовался человек со знанием SQL и PL/SQL, но именно в части безопасности баз данных. То есть это достаточно такая специфичная сфера, то есть там нет специалистов в принципе. То есть у меня не было, ну, то есть был нулевой конкурс, условно. Я пришел туда, Мгм. написал задание, они сказали, все, ну, вы нам подходите. Вот единственное было условие, то чтобы
я имел возможность каждую неделю ездить там. У них были офисы в Дубае, в Лондоне, на Кипре и в Москве. То есть мне нужно было постоянно кататься между этими офисами. Вот, ну, то есть работа на самом деле идеальная. Вот, огромная зарплата, катаешься себе по крутым городам. Вот, но я вот тогда учился на 2 высших, и я не готов был от них отказаться. Поэтому мне пришлось отказать этой компании. И я пошел в системного интегратора, был интегратор, называется компания. Такая, ну, небольшой интегратор, то есть порядка 200, там, 300 человек. И я пошел туда работать вообще не по своему направлению, то есть не по своей специальности, а вообще специалистом отдела технической поддержки. То есть и то благодаря своим знаниям винды, то есть Windows, да, я просто немножко разбирался в администрировании винды, и то я занимался, ну, разбирался не потому, что я в институте это проходил, а просто потому, что мне это было интересно, я постоянно сидел в настройках, мне нравилось там свойства моего компьютера смотреть, там какие-то политики там То и так есть далее. но работать туда, где твое образование, ну, фактически не нужно было. Просто это было бы, ну, плюсом, что тебя взяли, ну, как бы дополнительным плюсом. По сути, Если да, да. взять тебя и человека, который закончил вчера школу, это небольшой плюс. Да, да. И, ну, как бы, на самом деле, институт еще сыграл свое, потому что, в частности, вот был интегратор, насколько я помню, там половина менеджмента закончили МИФИ. То есть у них Мгм. было очень большое уважение к МИФИ. Вот. Мгм. Но моя специальность как бы не играла никакого значения. Вот. И на самом деле институт тоже не всегда играет такое значение, потому что иногда бывают такие перекосы, да, условно, допустим, бывают компании, где вот все МГУшники, например, работают, ну, большинство, да, и они как бы уважают этот вуз. Где-то МФТИ там просто любят, ну и так далее. То есть, Смотрят на альма-матер, а где-то нет. Откуда ты вышел? А да, смотри, да. какой интересный вопрос отсюда Мгм. выходит. Но если взять тебя, допустим, как резюмировать, то ты представляешь тип студента, который вот, ну, ботаник, да, скажем так, в хорошем смысле этого слова, который хорошо учился, на 4 на 5 максимально погружался в предметы, и только уже в конце обучения, по завершению, там, перед дипломной работой или в момент работы, ты проделаешь свое резюме, отправляешь всем там, предложения. И было супер предложение, от которого, ну, ты был вынужден отказаться, потому что у тебя еще второе высшее образование было. Сейчас Да. это возможно? Или сейчас уже таких окон нет, что вот по завершению, допустим, в твоем же вузе человек учится, вот он закончил учиться, и его готовы сразу же взять без опыта на хорошие деньги. Это Мгм. актуально сейчас или нет? Ну, смотри, во-первых, я не могу сказать, что я был ботаником, потому что я, в принципе, ну, как и все студенты, наверное, большинство студентов, многие там предметы не посещал, плохо Мгм. слушал, готовился в последние дни. Вот. Другой вопрос, что, видимо, в А силу по каких-то математике что у тебя было? Какие оценки? по математике, имеется в виду в школе или в институте? В институте, там, когда ставили оценки, там же были, наверное, оценки. Ну, в основном у меня были хорошие оценки, да, но это было связано. Да, да. Ну вот, но это было связано в большей степени с тем, что мне просто это давалось хорошо. То есть я мог, Мгм. например, за 2-3 дня до экзамена сесть и Мгм. просто проштудировать все, что мы проходили. Мгм. А, Вот, при этом в течение года я, например, ну, не вникал особо в то, что мы делали. Вот, просто кому-то это так получается, у кого-то не очень. Вот, и ну, мне, допустим, даже не верили студенты, когда я приходил, ну, мои ребята, да, сокурсники, когда я приходил на экзамен, я был не вообще абсолютно уверен в том, что я его сдам. При этом меня вызывали, и как бы я писал, все расписывал, получал пятерку, выходил, и я не удивляюсь, как это я там не был уверен, тут так уверенно сдал. Но, ну, это как-то природная история, наверное, больше. Вот, То но не есть могу сказать, что я... какая-то, ну, заложенность там, ну, не гениальность, скажем, но по предпосылки. Предпосылка, да, предрасположенность какая-то у меня есть однозначно, да. А Более того, есть, мне сейчас да. ну, последнюю фразу хотел сказать, что меня сейчас очень тянет к техническим вещам. То есть я занимаюсь развитием бизнеса, у меня все равно все время, мне интересно, ну, какие-то языки программирования, Python там, я начинаю там смотреть. Ну, вот, и я прям получаю удовольствие от этого процесса именно технического. Мгм. Вот. Но в жизни я понимал, что, наверное,
бизнесовая часть мне даст больше возможностей, просто финансовых там, и так далее. Смотри, то есть мотивация моя для этого видео в первую очередь какая-то, чтобы там, условно говоря, школьники или те, кто определяется, могли понять, как им выбрать и как учиться на информационной безопасность, да, на это направление. И у меня просто вопрос сразу такой возникает. Если ты учился так, как ты учился, ты говоришь, что ты, ну, не сказал бы, что ты прям зубрил, четко обучался, ну, знаешь, прям с погружением. То есть твои знания позволяли тебе там за неделю все быстро там подучить и выдать, и защититься. Но и не работал, то есть активно ты практику в движухах не участвовал, на конференциях, там, проект. А чем ты занимался? То есть на что ты там в семье был домашним ребенком? Ну, не, ну во время вот институтское время, на самом деле, я думаю, я занимался тем же самым, чем и занимаются все наши, ну, там, земляки и так далее. Я То есть просто не знаю. То есть я учился на вечерней. Расскажи, чем М. занимаются дневники? Ну, чаще всего это походы в какие-то там в кино, в торговые центры, не знаю, там просмотры каких-нибудь сериалов, там фильмов и так далее. То есть в Вот. большей степени игры очень любил игры, Ага. там дома комп был, вот. То есть мы там занимались всем тем же, чем занимались наши сверстники, Блин, ничем это другим. классно. Да, это классно, потому что там смотришь на компанию, на которую ты работаешь, на твою позицию, и думаешь, что ты, блин, там вообще, да, у станка был с момента, с первого курса. А по факту нет. То есть по факту во время обучения ты был таким же, как все, отдыхал, там, расслаблялся, тусил и занимался там настолько, насколько было интересно, и не сказать, что прям там зубрился. Понятно. Да, все так. Окей, круто. Так, у нас есть вопросы в чате, но они просто не Мгм. очень стыковались к теме, вот, которую мы с тобой вели. Да. Ну, давай вот Берда вопрос мы сейчас разберем. Я его сейчас Мгм. выведу на экран. Ты его видишь? Да. Так, Ага. отвлечемся от темы обучения. Очень хороший вопрос, на самом деле, Берт. Спасибо тебе за него. Я думаю, у всех он в каком-то виде возникает. И То я есть могу сказать, для тех, кто не видит вопрос, озвучу. То есть есть предположение у кого-то, да, чье-то, что вы, как компания, которая борется с вирусами, вы сами можете создавать эти вирусы. Как ты это Мгм. прокомментируешь? Да, ну, это самый частый вопрос. И он действительно волнует всех, и очевидно, он может возникнуть. Вот, но у Ага, меня на него два ответа. Первый. давай. Без нашего участия очень много а, киберкриминала, ну, киберкриминальных группировок, которые активно занимаются разработкой вредоносного ПО, ну, там, поиском уязвимости и так далее. То есть, грубо говоря, без нашей помощи там люди очень активно работают. Это первый ответ. Второй ответ. К сожалению или к счастью, но нам действительно приходится находить способы взломов, атак, уязвимости в том числе, приходится их находить. В том числе, допустим, тестировать и заниматься там, ну, прототипированием, да, возможно, каких-то способов вредоносного ПО. Почему? Потому что для того, чтобы защитить наших клиентов от будущих угроз, мы Мгм. должны, до того, как это сделают злоумышленники, должны найти способ потенциального взлома. Вот. Но ни в коем случае, как бы этот способ взлома, например, уязвимость, которую мы обнаружим, мы ни в коем случае не будем ее использовать для атак на каких-то клиентов, потому что одна такая ситуация, одна раскрытая история, она ну, как бы полностью лишает нас нашего бизнеса. Вот, поэтому в этом смысла нету. То есть атак очень много, времени и возможностей у компаний, в том числе, которые занимаются кибербезопасностью, чтобы проанализировать все, нету. Нет ни одной компании, у которой есть столько ресурсов, чтобы проанализировать все, что делается. Мгм. Киберзла намного больше, чем компании, которые занимаются киберзащитой. Вот. Недавние истории, например, вы слышали, может быть, про историю с NSO Group. Это официальная израильская компания, которая занимается торговлей софта для взлома телефонов и компьютеров. Мгм. Вот, то есть
То есть, грубо говоря, у них уже есть, они уже обладают знанием об уязвимостях, о которых ничего не знаем ни мы, ни производители софта. То есть, допустим, Apple не знает о существовании уязвимости, которые используются в их софте, вот это NSO Group. Вот. Ну, они продают этот софт для всяким правительствам, для борьбы типа с терроризмом, но, как нам стало известно из недавнего отчета, этот же софт был использован для слежки за журналистами, там, неугодными и так далее. Вот. Да, причем там, ну, насколько мы знаем, кто-то даже ну, решался жизни из-за того, что его отслеживали. Абсолютно, да, так и было. Окей. Давай вернемся тогда к твоей компании, в которой ты сейчас работаешь. И смотри, вот такой есть вопрос по поводу трудоустройства в лабораторию. Так, есть несколько способов. Да. Как устроиться в Касперский, какие ключевые знания требуются? Да, Требовали от меня. да. Я могу рассказать свой путь, как я устроился. Давай про свой путь, но сейчас вернемся чуть назад. Да. Вкратце, быстро, сколько ты проработал в этой компании после первой своей? Самое первое было в интеграторе. Да. 4 года. 4 года я проработал. Ух ты. И ты прошел путь какой? От кого до кого? Я был сначала техническим, ну, специалистом отдела технической поддержки, ну, самая базовая позиция самая. Потом я стал специалистом по внедрению решений по безопасности. Потом я стал руководителем проектов по информационной безопасности. Потом я стал руководителем вообще направления информационной безопасности в компании. То есть вот. Ты прошел 4 ступеньки, и тебя больше уже тогда привлекало руководство, менеджмент, получается. Ну, честно говоря, я просто тянулся к менеджменту, потому что считал, что там больше денег, больше возможностей, что я не хотел быть там условно специалистом техническим. Мне казалось, это, ну, как бы, там есть потолок некий по деньгам, и я дальше не вырасту. То есть сейчас я понимаю прекрасно, что технари могут очень много получать. 2010 год мне тоже казалось, что менеджмент будет рулить, а то, что сейчас происходит с программистами, непонятно. Окей. А после этой компании ты сразу в лабораторию попал или еще были промежуточные? Нет, меня пригласили в компанию IBS, Platformix. Это такой достаточно известный российский системный интегратор, крупная компания. Вот. И у этой компании IBS Platformix, это в группе компании IBS находится, у них не было вообще практически экспертизы по информационной безопасности, ну, выделенной, я имею в виду, экспертизы. Ну, они решали эти вопросы как-то своими силами, но такого отдела не было. Привлекали аутсорс, консультировали. Да. Были какие-то люди, которые немножко разбирались в этом. Вот. И им задача была построить отдел информационной безопасности, набрать туда людей, получить эту экспертизу, заключить соглашения партнерские с производителями средств защиты информации. Вот. И меня пригласили в качестве руководителя вот этого отдела. Я его создал, набрал туда команду. Задача была обрабатывать входящие запросы от клиентов. То есть там было СЛО подразделение, они находили эти потребности, приносили их к нам, и мы, соответственно, дальше прорабатывали уже техническую сторону вопроса и продавали туда услуги, сервис там, и продукты какие-то технические. Это была вторая компания моя. В ней ты проработал сколько лет? Тоже 4 года. У меня такая отсечка была 4 года. Здесь я перешел этот рубеж 4-летний в лаборатории Касперского. И как я устроился? То есть, в целом, когда я выстроил этот отдел безопасности, я понял, что у меня потихоньку теряется интерес вот к работе, поскольку уже нового ничего особо не происходит. То есть такое эволюционное развитие мне не было интересно. Вот. И мне реально хотелось поработать именно в производителе средств защиты. То есть системный интегратор – это как бы внедрение. Вот. И как ни странно, я немножко сидел в социальной сети, которая называется LinkedIn. Ну, ребята, наверное, знают, это профессиональная социальная сеть. В том числе, кстати, часто используется для поиска, для трудоустройства, поиска работы. И вообще там бизнес-контакты хорошо заводить. Рекомендую всем, кстати, там зарегистрироваться там, на английском языке. Он у нас, кстати, заблокирован в России, но через VPN все это работает хорошо. Вот. И как бы
LinkedIn анализирует твою анкету и понимает твои как бы способности, умения, там, направления, в которые ты хочешь идти, и периодически подкидывает тебе предложение о работе. Вот, и мне вот так вот, ну, упало предложение Product Marketing Management в лаборатории Касперского. Вот. Я, в принципе, воспринимал лабораторию Касперского как просто, ну, у меня он был в портфеле как бы моих решений, которые предлагал от IBS, но как бы я как бы не обращал на них особого внимания, просто антивирус и антивирус, ну, как бы ничего интересного. Вот, но поскольку компания международная и, ну, и она как бы это вендор, то есть производитель, мне стало интересно. Вот, я нажал подать свое резюме. При этом, кстати, ну, если некоторые сайты, некоторые компании требуют заполнения какой-то большой анкеты, я это очень не люблю, то есть в LinkedIn простая подача называется. То есть ты просто нажал на кнопку, и у тебя автоматом улетает твой профиль этой компании, рекрутеру этой компании. Вот со мной связались из лаборатории, пригласили на первое собеседование. Далее прошло 6 собеседований до того, как я устроился. То есть, и это было где-то 2-3 месяца. Вот, собеседовались с разными людьми. То есть начал я с отдела кадров, потом был руководитель мой, директор департамента, потом был руководитель, который сидел в Америке, и собеседование было на английском языке по скайпу. И это был на самом деле, можно сказать, челлендж, потому что мне тогда я уже забыл язык, после Америки уже прошло много лет. Если в Америке я потянул его... На английском, да, с тобой общался, даже не на русском. Да. Вот этот руководитель непосредственно мой, он был в Бостоне, то есть он сидел в Бостоне, и он был американцем, он вообще не говорил по-русски. Вот, мой директор, то есть, грубо говоря, его руководитель был русским, и он сидел в Москве. А вот непосредственно мой руководитель, он в Бостоне сидел. И было собеседование на английском языке. Я, естественно, мне было стремновато. Это первое собеседование на английском языке. Вот. Но какие-то вот знания языка еще вот с Америки у меня остались, особенно разговорные. То есть, что важно, когда я ехал в Америку, я вообще не знал язык. То есть я не знал ни письменный, ни разговорный никакой. Вот когда не знал, это какой уровень? Не знал, то есть... не знал, это алфавит и базовые слова. Ага, окей. То есть в ВУЗе у тебя, кстати, был английский или не было? Или это да, в ВУЗе у меня был английский, но из-за того, что я поменял 4 школы, и ни в одной из этих школ не было нормального английского, то в ВУЗе пришел с нулевым знанием практически, ну, то есть очень слабым знанием языка. И в ВУЗе, удавалось как-то выруливать, то есть можно считать, что я за 5 лет в ВУЗе не учил английский. И твоя поездка в Штаты, как она все перевернула? Она перевернула таким образом, что там приходилось себе заказывать еду, общаться с окружающими, там, снимать отель и так далее, и ты хочешь, не хочешь, тебе приходится говорить. Ты попадаешь в среду. Попав в среду, у тебя начинает рушиться языковой барьер. Про языковой барьер мне рассказывали, что люди 5 лет проучившись в Иньязе, это раньше так было, сейчас, наверное, уже есть методы устранения языкового барьера, но люди, проучившись 5 лет в Иньязе, они не могут разговаривать с носителем языка. То есть у них просто ступор начинается. Это называется языковой барьер. Не работает, не включается. Да. То есть ты все знаешь, ты знаешь все правила, знаешь все слова, но ты ничего не можешь сказать, потому что это называется языковой барьер. Вот у меня обратная ситуация. В Штатах, сколько ты был там? В Штатах я был 3 месяца, вот, и у меня была обратная ситуация. То есть я ничего не знал английском, но у меня полностью удалился языковой барьер. То есть, потому что, приходилось общаться, и у меня вот это, стеснение, как бы вот эта боязнь там говорить, она прошла. Вот. А это уже очень, первый очень сильный шаг к тому, чтобы уже начать нормально учить язык, потому что если у тебя нет языкового барьера, то ты начинаешь общаться с носителями, ты начинаешь больше с ними говорить и начинаешь цеплять какие-то слова, и твой язык становится даже лучше, чем если бы ты просто учил бы английский по книжке, потому что я когда в будущем там хотел на курсы какие-то пойти английского, там преподаватель со мной, просто такой базовый разговор провела, и она удивилась моим ответом, потому что она говорит, ты говоришь ровно так, как я пытаюсь научить своих учеников, но не могу.
там, то есть твои ответы, они вот как у носителей. Потому что я, собственно, начинал говорить с носителями. Вот, и это было интересно. Давай вернемся тогда к собеседованию. То есть, ну, ты Да. подготовился и прошел его. Ну, я, к сожалению, не готовился. То есть получилось, Мгм. что все экспромтом происходило. Вот. Но что интересно, когда первый раз приехал в лабораторию Касперского на встречу с отделом кадров, то в корпус, пока я сидел, ждал на ресепшене, в корпус зашел сам Евгений Касперский, вот, и меня это сильно удивило. То есть я его где-то на фотографии когда-то видел, вот, и он зашел, и мне так стало странно, потому что мне казалось, он как-то недосягаем. Ну, уже человек там такую компанию создал, наверное, уже он далеко давно не ходит там в офис или там вообще непонятно, как редко появляется. Вот, это была первый мой приезд в компанию. Мгм. А когда я уже приехал где-то на 4-й раз на собеседование, то вот этот вот из Бостона человек, он уже приехал в офис, то есть он уже был в Москве, на некоторое время он приехал, и они хотели, чтобы я с ним встретился. Вот, это было для меня решающей, как бы, решающей встречей, потому что он меня провел по всем этажам, показал мне всю лабораторию Касперского, показал мне какие-то интересные места, где там самые основные аналитики сидят, там анализируют угрозы, очень красивое место, такая Мгм. круговая комната. Вот. И в том числе мы прошли мимо кабинета Евгения Касперского, и там остановились, и Касперский к нам подошел, мы с ним поздоровались, познакомились. Вот. И это стало для меня таким сильным, скажем так, ну, то есть моментом, который поменял мое решение, да. И в Мгм. итоге я туда устроился. Соответственно, да, 6 собеседований прошло, где-то 2-3 месяца это все длилось. Но у них там был какой-то список кандидатов, вот, а там люди отсеивались потихоньку. То есть там достаточно такой Ну, длительный что от процесс. тебя, ну, ключевые знания какие требовали от тебя? Что было важно на позицию продукт менеджер? То есть на позицию человека, который запускает, управляет какими-то продуктами компании. Да, вот у меня была позиция продукт маркетинг менеджер, потому что продукт менеджер, он больше, да, занимается, ну, больше управлением разработкой, а продукт Мгм. маркетинг менеджер, он как раз выводит на рынок и в том числе пишет документы и так далее. И их интересовали на самом деле мои бизнесовые навыки и знания клиентов, знания продуктов. То есть я, в принципе, очень хорошо понимал потребности, какие направления бывают в безопасности. То есть, грубо говоря, их привлекла широта моих знаний и близость к заказчику, потому Ну, что давай им как раз не... Да. топ-3 вещей. То есть первое, наверное, твой вуз. Возможно, да, кстати, ВУЗ стал причиной, Вуз но это не первое было не место. первое. Ну, давай топ-3 твой рейтинг. Первое, знание конъюнктуры рынка и Ага. заказчиков, то есть именно вот это понимание. Второе, Э- это Этот опыт ты обрел на прошлой работе, на да, предыдущем месте. да, да, Мгм. это для них было ключевым. Второй момент, Мгм. это экспертиза в области информационной безопасности, такая широкая экспертиза, то есть У тебя понимание, уже 10 лет, ну, 8 лет опыта работы. да, да, Мгм. да, то есть понимание вот всех сфер ИБ, там, и вширь, и в том числе вглубь, потому что я Мгм. внедрял какие-то продукты, допустим, в конкретных заказчиках крупных там, телеком-операторов. Вот. Это второе. Ну и может быть там третье, четвертое, это образование действительно. Мгм. Так, уточняет Арчаков, но он серию вопросов задал в Телеграме. Я не Ага. знаю, насколько этичный этот вопрос, но как Евгений платит, кстати, какие Я зарплаты? могу сказать, я могу сказать. Давай. Ну, ничего, как бы, никаких баснословных, как бы, там, зарплат нету, но есть определенный принцип. В частности, принцип Да. заключается в том, что мы платим, ну, что компания платит 25%, как 25% самых высокооплачиваемых, то есть, ну, компаний с высокооплачиваемыми позициями. То есть мы смотрим на верхнюю четверть, ну, когда мы мониторим зарплаты разных компаний, и вот верхняя четверть это как бы наш, скажем так, бенчмарк, да, на который мы ориентируемся, Мгм. получается. То есть, в принципе, достойные для России, достойные зарплаты, очень А достойные. какая достойна для России? Ну, зависит от позиции, но Если мы они возьмем, абсолютно... давай возьмем продукт-менеджера на позиции middle, какие это, там, плюс-минус, какие это зарплаты? Вот, честно сказать, я не знаю по зарплате продукт менеджеров,
Но я думаю, что они варьируются там, ну, условно, от 200 тысяч, Мгм, там, ну, мгм. и выше. То есть я думаю, что вот примерно так. Окей, хорошо, мы ответили на этот вопрос. Так, я его беру. У нас есть вопросы, но они интересные, каждый по-своему. Но они просто Мгм. бьют вообще в разные темы. То есть кто-то спрашивает про взломы в Штатах, да, это спрашивает Ахмед. Кто-то про Мгм. обучение, кто-то какие-то программы. Ты, кстати, видишь эти вопросы? Нет? Да, я вижу, просто если я переключаюсь на вопрос, то я перестаю тебя видеть. Я же на А, iPad. переключись, может быть, просто один выбери вопрос из списка, какой-нибудь Любой, интересный. да? Да, Мгм. интересный, на который хотелось бы ответить. Так, вот, кстати, хороший вопрос от Богатырева Мухаммада. Windows Defender достаточно, чтобы спать спокойно? Не сказать, что я сплю спокойно, но тем не менее. Так, я, наверное, не умею, да, не могу выводить. С iPad у меня нет такой опции. Я его выведу, да. Так. Мгм. Ну, на самом деле, это очень хороший вопрос, на самом деле, очень хороший. И он достаточно сложный вопрос, потому что год 3 назад я бы сказал бы, что ни в коем случае. То Что есть это за программа вообще? Я первый раз слышу такое. Что это такое? Windows Defender это встроенный антивирус в Microsoft Винде. Окей. Вот. И года 3 назад я бы сказал, что ну, нет, то есть ни в коем Мгм. случае. Сейчас Мгм. я могу сказать, что МС реально подросли. Они стали лучше, они стали качественнее, но в реальных тестах мы занимаем более высокие позиции, мы лучше защищаем от угроз. Это можно посмотреть по независимым обзорам, независимым тестам, АВ-тест, АВ-компаратив, то есть там есть компании, которые занимаются анализом эффективности антивирусных решений. И если посмотреть по результатам, то Windows Defender занимает не лучшее положение. Но они очень сильно выросли. То есть, если посмотреть на что было 3 года назад, 5 лет назад, они вообще практически очень много пропускали таких серьезных атак. Вот. Но Мгм. понимаете, в чем проблема? Вот безопасность это то направление, где компромиссы, они дорого выходят иногда. То есть, условно, сэкономив там 1000-2000 рублей, например, на домашнем компе, так стоит там годовой антивирус, там 2000, по-моему, рублей. Одна атака, которая пройдет, да, через антивирус, а Windows Defender, он очень распространенный антивирус, поскольку это платформенный антивирус как бы Да. винды. А из-за того, что он распространенный, то, соответственно, на него и больше А так. злоумышленников нацелены, да, чтобы именно его обходить. Вот одна атака, которая пройдет, она может очень дорого встать человеку, потому что если, например, он хранит данные локально на компьютере, и эти данные нигде там не реплицированы, ни бэкапа нету, то так можно потерять там свои фотографии за 20 лет. И даже если есть бэкап, если он онлайн, то есть постоянно бэкапится все, то даже это как бы условно зашифрованные данные, да, шифратор зашифрует данные, и в бэкапе они затрутся. И может и бэкап не остаться, то есть риски даже такие есть. Иногда некоторые шифровальщики, они находят бэкапы и их тоже удаляют, то есть и шифруют. Поэтому я бы, честно говоря, вот с безопасностью не шел бы на компромиссы. Я понимаю, что здесь, наверное, аудитория более такая прокачанная, ребята технари, наверное, они аккуратнее себя ведут там в веб-пространстве, потому что понятно, что чем больше ты заходишь на какие-то, там, устанавливаешь какой-то софт, да, там, нелицензионный, там, у тебя риски повышаются. Вот. Но если ты все делаешь с умом, то, наверное, ты можешь каким-то образом обходиться с антивирусом не самым топовым. Вот. Но мне проще поставить как бы лучшее решение на рынке и с ним спать немножко спокойнее, чем с тем же Windows Defender. Ну, тут, грубо говоря, риски, да, их нужно оценивать. Если Да, есть что терять, то нужно смотреть, есть ли чем заплатить. Уже да, как-то это да. всё взвешивать. Просто 2000 рублей в год покажутся просто копейками, если человек попадет в эту ситуацию, когда у него все данные зашифрованы, а у него просят там выкуп $300 в биткоинах. Вот, Мгм. и он подумает, блин, почему я
ну, не купил нормальный антивирус. 2000 рублей. Да? Да, да. Это средняя стоимость антивирусов или это именно ваш продукт стоит для пользователя? Ну, в среднем они так и стоят, то есть там, по-моему, Там 3, есть, наверное, 13 семейная подписка какая-то, да, на там 3-5 компьютеров. Да, 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 ежегодно оплачивается. Мгм. Э, Смотри, мы сейчас можем пойти Есть несколько дорог, у нас осталось минут Мгм, 15, мгм, несколько дорожек, которые мы можем пойти. Мы можем пойти в сторону обучения вот, в информационной безопасности, и как мгм, сейчас идти, не идти, какие перспективы, да, в этой темы, раз, тема. Но вторая тема – это с тобой пообщаться на тему твоего обучения, развития и эффективности, там, тайм-менеджмент, система помидорки, там, мгм, как ты развиваешься, как ты учишься, да, как ты двигаешься вперед. И третья тема, мы можем вопросы пользователя посмотреть, но они просто там, каждый вопрос разной темы может касаться. Как мгм. поступим? Ну, Как ты я думаешь? бы затронул бы первую тему. Вот учитывая нашу аудиторию, я Вот как бы раз поговорил про давай, первую. отлично. Давай тогда я вывожу вопрос насчет обучения. Мгм. Так, Кто информационные спрашивает? системы и технологии. То есть поступил в МТУСИ на факультет информационных систем и технологий. Знаком ли ты с этим направлением, какие перспективы у него? Вот на самом деле, если выбирать вот из информационной безопасности и, например, направление, допустим, роботизация бизнес-процессов, так называемый Robot Process Automation, да, RPA, или, например, все, что связано с Big Data, там, это нейросети, машинное обучение, там, в разных направлениях. Вот, ну, на мой взгляд, что больше денег, потенциала, больше возможностей все-таки лежит в сфере IT. Вот, как я говорил, безопасность это все-таки приложение к IT-технологиям. То есть это не, ну, как бы, это, ну, в некоторых случаях, конечно, это двигатель бизнеса, в некоторых случаях. Вот, но чаще всего это все-таки приложение к IT. Вот, все-таки бизнес и вообще мир в новую реальность движет все-таки IT. Ну, в целом, да, информационные На технологии, системы. сегодняшний день, да. Да, вот поэтому, на мой взгляд, вот перспектив вот у этого направления в целом, я имею в виду, вот, у него больше. Ну, тут просто вопрос в следующем. Если вы хотите быть таким эксклюзивным специалистом, ну, больше, в большей степени, и вас прям привлекает вот, вопрос безопасности, ну, то есть прям вот он вас зажигает, да, вам хочется этим заниматься, это вот тогда нужно обязательно туда идти. Вот. Если вы хотите быть востребованным, иметь какие-то большие перспективы с точки зрения каких-то будущих проектов, возможно, какой-то свой стартап замутить в будущем, то, наверное, все-таки, на мой взгляд, больше вот направления, ну, базового IT, вот информационных систем, технологий. Общее направление для всестороннего развития, чтобы знать Да, все понемногу. да, вот А, я себе так это вижу. Окей, смотри, знаешь, если мы говорим про вот человека, который хочет поступать, ну, есть топ вузов, да, где хорошо учат математике. Да. И вообще, как идти? То есть можно идти просто, допустим, пойти на математику, хорошо отучиться на математику и потом поступить, уже работать дальше в информационную безопасность. Или лучше сразу пойти на информационную безопасность и там помимо математики еще углубить какие-то другие знания. Да. Может, даже А, это и не вопрос, но, ты знаешь, такой тезис. И второй мгм. тезис, ну, давай насчет этого, ну, буквально пару слов твоих, что скажешь? Да, и что хотел сказать. На самом деле, ну, у обоих вариантов есть как бы ну, возможность существовать, Мгм. но, на мой взгляд, ни первый, ни второй вариант, возможно, не даст результата такого, ну, по-настоящему хорошего результата, если человек, ну, вот, студент, если он не понимает, для чего он это делает. То есть, если у него нет этого понимания, то есть риск просто, что все это мимо пройдет него. Как бы если ты учишь что-то просто чтобы сдать экзамен, ну, то есть, грубо говоря, э, ты условно сдал экзамен, у тебя все вылетает из головы. У меня такое бывало. То есть если я учу только для сдачи экзамена, то цель сдать экзамен. Цель не Да. получить знания, не Мгм. использовать их в будущем. Вот. Мгм. Но я просто расскажу один маленький пример. То есть, Давай. когда я работал в компании Bell Integrator,
в какой-то момент запускалось направление информационной безопасности. То есть они увидели большой потенциал в этом направлении. Вот. Я был единственным человеком в компании, который имел профильное образование. Но суть не в этом. Суть в том, что там возник вопрос, связанный с лицензированием деятельности, потому что эта деятельность, она лицензируема. То есть требуется получение лицензии на работу там с криптографической информацией, с конфиденциальной информацией, в стек ФСБ там лицензии нужны. Вот. И как бы, когда зашли разговоры о сертификации, аттестации, лицензировании, для всех окружающих людей это были одинаковые термины. То есть никто не отличал аттестацию, сертификацию и лицензирование. У нас был предмет в институте, который вел, на самом деле, не самый интересный преподаватель с точки зрения рассказа. То есть он такой очень монотонно рассказывал все. И мы все там все время как-то болтали на этом предмете, особо не вникали в него. Но я помню, что один раз я как-то внимательно обратил внимание на его рассказ. Он в этот момент сказал: ребята, запомните, никогда не путайте 3 понятия: лицензирование, сертификация и аттестация. Он говорит, лицензируется деятельность, сертифицируется система защиты, а аттестуется уже непосредственно объект, там, в заказчике, да, имеется в виду, там сертифицируется средства защиты, лицензируется деятельность, а аттестуется уже информационная система. Вот, и вот меня это запало в голову, и когда уже шел разговор о получении лицензии и так далее, я был единственным человеком, кто отличал эти 3 понятия. Вот. И вот я подумал, на самом деле, какой полезный, оказывается, предмет был. И сколько информации мимо меня прошло, просто потому что я не знал, зачем он мне нужен. То есть они рассказывали какие-то там схемы, показывали там, за что отвечает этот орган сертификации, за что этот. Я думал, зачем мне это надо? То есть когда я это буду использовать? Как ты будешь знать, когда ты там поступил в вуз какой-то, ты заканчиваешь школу, ты до конца не знаешь этот мир, ты не знаешь, какие есть работы, компании, профессии, ты достаточно узок понимания мира, ты поступил в вуз на информационную безопасность. Как ты будешь знать, как ради чего ты это делаешь? Как ты сказал. Да, вот ровно для этого я и сказал, что когда человек поступил в вуз, его задача как можно раньше разобраться в том, как выглядит рынок его работодателей будущих. За счет чего это можно сделать? Нужно поговорить непосредственно с участниками, имеется в виду с работниками индустрии. В частности, проект, который мы, кстати, обсуждали, да, перед началом, «Индустрия успеха», который я запускал, вот он был ровно на это нацелен. То есть, когда я закончил университет, я не понимал вообще, когда я учился в институте, я не понимал, как выглядит индустрия моя. Вот. Но когда я уже в нее попал, я в ней полностью разобрался, и я понял, что эти знания были бы абсолютно бесценными для меня на первом курсе моего вуза. Если бы я точно знал, как выглядит индустрия, какие компании там бывают, какие должности, какие позиции внутри этих компаний существуют, я бы понял бы, чем я хочу заниматься, и я бы больше делал бы упор на те предметы и те направления, которые помогут мне в будущем попасть на эти позиции и заниматься этой работой. Вот, собственно, в этом был смысл проекта. На старте обучения увидеть полную картину коммерческую, какие дальше могут быть пути, какие есть вопросы, Да. где, собственно, кому за что платят, за какие услуги. Это было бы плюсом для выпускника. Да, абсолютно. А что ты думаешь насчет того, чтобы перед тем, как пойти в вуз, год, к примеру, поработать? Вот первое место работы твоей, она, по-моему, не требовала вуз. Вот. Что ты думаешь, такая простая работа в сфере IT или информационной безопасности до выхода в вуз, понять, что это такое на практике, это реально или это нехорошая идея? Мне кажется, чем раньше человек начнет работать, тем лучше для него, потому что у него начнет формироваться правильное восприятие вообще индустрии и того, что происходит в ней. Потому что вся проблема, на мой взгляд, вузов сегодняшних, они пытаются эту проблему решить, это некая оторванность от реального бизнеса, от реальных процессов, которые происходят в обществе, где крутятся деньги. Потому что все эти предметы, они
как бы приобретают смысл, когда их можно к чему-то приложить. Вот как сейчас, вот, если даже математику ту же самую начинают преподавать, когда они Мгм. показывают, да, как та или иная формула встречается в реальной нашей жизни. И ты понимаешь, боже, вот теперь я понимаю, для чего это все надо, зачем это все разрабатывали. А не так, что нам просто рассказали про какую-то абстрактную теорему, показали какую-то сложную формулу и сказали, запомните. Это как бы Ага. так это не работает. Вот то же самое, на мой взгляд, с предметами и с тем, что действительно имеет смысл как можно раньше устроиться на работу. Главное, чтобы это не было в ущерб образованию, потому что образование тоже требует того, чтобы ты вкладывался в него. Вот, если ты образование как бы на пятое место ставишь, как бы, то твоя работа может, скажем так, не обладая достаточным количеством компетенций, ты можешь попасть в цикл, когда ты будешь больше тратить время на работу, не имея компетенции, и ты не наработаешь эти компетенции, потому что ты, ну, на учебе не уделяешь внимания. Ну, ты Поэтому здесь, рискуешь, да. Рискуешь да, да, остаться в "Макдональдсе" на 20-30 лет. абсолютно, да, Да. да, да. Смотри, у нас, есть хороший последний вопрос, хороший, как мне Мгм. кажется. А, ну, ты сам знаешь, в Ингушетии, на Кавказе, я думаю, очень много тех, кто закончил юридический вуз и юридическое направление. Да. Представь себе, что его зовут, Ахмад, ну, допустим, да, чтобы лучше Мгм. представить, аватар. Он закончил, он хорошо учился, толковый парень, хорошо учился, но он не нашел места работы и, допустим, есть определенные причины, по которым он не может выехать за республику. Он Мгм. учился в ИГУ, в Ингушском вузе, и вот он без работы. Но в целом он хорошо учился в этом юридическом направлении. И ему нравится IT. И вот он думает, что, а может быть, пойти на информационную безопасность, и ему Мгм. сейчас, к примеру, 25-27 там, лет, что ему можно порекомендовать, как ему можно действовать. И рядышком вопрос от Арчакова насчет курсов онлайн, ну, я его вывел, онлайн-школу или Мгм. университет, да, что ты можешь посоветовать? Отличные вопросы, на самом деле, очень хорошие. Я могу здесь несколько моментов сказать. Давай. Во-первых, когда я говорю, что я работаю в лаборатории Касперского, первое впечатление у людей бывает, что я программист, что я занимаюсь разработкой софта. Вот. Мгм. Но это как бы узость восприятия рынка называется. Вот. У нас в компании есть позиции практически по любой, ну, как бы для любой специальности. Есть юристы, есть финансисты, есть экономисты, есть отдел кадров, да, которые набирают. И, кстати, не все из этих людей на самом деле хорошо разбираются в вопросах информационной безопасности, далеко не все, и знают индустрию. То есть они знают просто свою профессию как бы хорошо. Вот, Мгм. но попав в компанию, они, очевидно, ну, лучше поймут, как эта индустрия работает, очевидно. Мгм. Вот, это первое, что хотел сказать. То есть я к тому, что даже ну, юрист, например, вполне может найти себя в области информационной безопасности. Причем можно работать в компании, которая занимается ИБ, например, лаборатория Касперского, да, у нас есть много юристов, а можно стать юристом в области информационной безопасности. Например, юрист, который будет ну, помогать, например, неким образом придавать юридическую значимость тем находкам, которые обнаруживают при расследовании, например. Да, это одна из таких больших сфер. Вот, то Мгм. есть, допустим, стать юристом в области, ну, или адвокатом, там, или вообще просто юристом в области киберпреступлений, например. Это, ну, вот, тоже эта сфера, да. Вот это раз. Вот. Второй момент. У нас в компании, например, даже на позиции, где нужна экспертиза по безопасности, например, мой знакомый, он вообще учился на режиссера. Вот сейчас он занимается, ну, выступает про свои там, сервисы по безопасности, пишет Как он документы. к вам попал? То есть как он получил первый опыт после такого образования первичного? Он пошел учиться на второе высшее на информационную безопасность или он прошел какие-то классные дорогостоящие курсы, онлайн-школы? За счет чего Ну, это это можно хороший сделать? вопрос. Да, хороший вопрос. Ну, и, честно говоря, вот про этого человека конкретно я не знаю. Ну, Вот, ага, да, но я могу абстрактно сказать, как я себе это представляю, давай, как да. это может происходить. Да. У человека должен быть, ну, должен быть интерес. То есть, если, например, ему эта сфера не интересна, то Мгм, никакие курсы, онлайн-школы, там, университеты не помогут. То есть он мгм, должен в себе найти интерес к этой отрасли. Вот если этот интерес есть, то, да, очевидно,
ну, как бы человек немножко уже разбирается в этом направлении. Я имею в виду, ну, то есть, если у тебя есть интерес, то как минимум ты что-то об этом знаешь, да, то есть ты каким-то образом с этим сталкивался. Вот. И дальше ты начинаешь просто углублять свои знания. Углублять их можно по-разному. В первую очередь, мне кажется, могут помочь блоги известных безопасников. Как бы, ну, там шутят, что на некоторых блогах были выращены целые поколения безопасников. Ну, то есть настолько много информации в блогах дается, вот, причем очень много информации в англоязычных блогах. Почему я говорю про блоги? Потому что там человек как бы делится своими мыслями в Опытом, свободной форме, да, опытом, мыслями. Мгм. да, и зачастую там можно найти то, что ты не найдешь ни в одном курсе, там, ни в одной, э, ну, никогда, в общем, ни в одной книге. Вот, поэтому, ну, я за первый этап именно как самообразование, да. Можно на самом деле очень много всего найти в интернете в области по безопасности, просто в свободном доступе. Вот. Дальше, если вдруг у человека не пропадает интерес, то есть у него интерес сохраняется по мере того, как он углубляется в эти знания, то, на мой взгляд, ну, имеет смысл, ну, грубо говоря, попробовать уже какие-то платные истории. Вот. Сейчас очень много, на самом деле, в России курсов, недорогих, кстати, курсов, которые, ну, углубляют тоже довольно неплохо. Но, Мгм. опять-таки, да, если ты придешь туда сырым, абсолютно ничего не зная, то, скорее всего, ну, пользы будет не так много. То есть очень важно, на мой взгляд, хорошо подготовиться, Я просто, самостоятельно вести. добавлю важный нюанс, то есть статья на VC, ну, на сегодня она, кстати, там Мгм. популярна была насчет того, что мы пошли на курсы, заплатили Да. 50 тысяч рублей, и в итоге мы никому не нужны, никто нас на работу не берет. Там был очень хороший комментарий, что Мгм. просто так, если прийти на курс, отдать 50 тысяч рублей, то, конечно, тебя завтра не возьмут на работу за 100 тысяч рублей. Нужно Мгм. обязательно и на курсе отдаваться полностью, и приходя домой, тоже заниматься, углубляться, практиковаться, искать какие-то проекты у друзей, знакомых. Ну, просто отсидеть на курсе, этого, конечно, недостаточно. Абсолютно, да, согласен. Особенно онлайн-курсы, на мой взгляд, онлайн-школы, они чем опасны? Тем, что возникает такое, ну, ощущение того, что я сейчас прослушаю этот вебинар, у меня все будет, ну, буду обладать всеми знаниями. На самом деле, как бы, когда ты вживую с преподавателем общаешься, он хотя бы может проверить, что ты что-то понял, не понял, да. В онлайн-школе школа требует от тебя большей вовлеченности. То есть ты должен намного больше работать самостоятельно, и намного Да. глубже как бы пытаться понять то, что тебе пытаются донести, потому что Мгм. есть риск, что ты прослушаешь все, это все мимо тебя пройдет, вот, и ты будешь думать, что ты уже способен что-то делать, а на самом деле твоих знаний недостаточно. Вот, Хорошо, хорошо. Добрал, наверное, последний вопрос. давай. Если Если мы как-то можем про вузы как-то сказать, какие идти Мгм. вузы? То, что на слуху, или можно пойти в какой-то средний вуз на эту позицию, или в средний вуз лучше не идти? Что ты скажешь? Ну, я бы здесь на самом деле как бы комплексно рассматривал вопрос. Конечно, безусловно, я советую идти в топовые вузы, то есть если есть такая возможность. Мгм. Вот, если такой возможности нету, то Так. это тоже, ну, как бы не такая большая проблема, потому что сейчас практически вот, ну, допустим, если говорить про Москву, то большинство вузов, у них достаточно, ну, хорошие качественные программы. То есть нужно просто, ну, эти программы, они регулируются. То есть они просто там, каждый там придумывает что-то свое. То есть эти программы регулируются законодательством. Там есть определенный набор компетенций, которые должны быть переданы студенту. Вот, поэтому если есть возможность поступать в топовые вузы, это, понятное дело, там Бауманка, МИФИ, Мгм. ну, все, что на слуху, да. Вот, эти рейтинги можно найти, достаточно их много. Вот, старайтесь туда поступать. Если не получается, то в целом, наверное, важнее, на мой взгляд, все-таки, куда бы ты ни устроился, именно быть активным, то есть быть активным слушателем, активным, вовлеченным студентом. И обязательно понимать, ну, грубо говоря, как будет выглядеть ваша индустрия и куда вы собираетесь в будущем попасть. Потому что от этого будет зависеть ваш интерес к тем или иным предметам, которые вам помогут. То есть смотри, резюмируя то, что ты сказал сейчас и до этого, условно говоря, если возможности нет попасть в Москву в топовый вуз, можно там,
У нас многие в регионах учатся, да, можно попасть Да, в да, Ростовский, Краснодарский вуз. Понятно, что там абсолютно. обучение будет ниже, но за счет того, что какие-то там знания будут, плюс дополнительно можно проводить активность, подписаться на блоги западных крутых Обязательно. чуваков в этой сфере, на телеграммы. И просто за счет дополнительного движения в этом направлении, то ты будешь востребованным специалистом, из тебя получится специалист. Это именно так это и работает. И на моей памяти больше десятка специалистов очень хорошего уровня, которые достаточно в серьезных компаниях находятся, и они не в Москве заканчивали информационную безопасность. Хорошо. Поэтому это работает. Добра, мы благодарим тебя за сегодняшний вечер, за то, что ты уделил нам время, поделился с нами опытом своим. Баркал. Баркал, что пригласили, Дарьясхол, мне тоже было приятно пообщаться. Вот. Надеюсь, что, ребят, все получится. Баркал, всем за то, что смотрели это видео, ставьте нам лайки. Баркал, за вопросы. Приношу извинения, что не все вопросы удалось задать, потому что по времени мы ограничены. И не всегда в рамках нашей темы какие-то вопросы попадали релевантно. Но удачи, Джабраил, тебе в работе, в развитии. К сожалению, не успели мы пообщаться, куда ты и как ты планируешь двигаться дальше, но, возможно, в следующем выпуске. Хорошо, Баркал, Дарьясхол. Баркал. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Всем хорошего вечера.